Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Абди Небу Укими из США. Маша Аллах, у нас вопрос из США. Вопрос. Что нам делать с праздничной молитвой? Можно ли ее совершать дома в кругу семьи? Джазакаллаху хайран. Похожий вопрос промелькнул в Фейсбуке, поэтому я объединю их вместе. Фахад из Кашмира, из Индии, спрашивает, можно ли совершать праздничную молитву дома, и если да, то какие для этого существуют требования? Был ли такой случай в истории, когда праздничную молитву приходилось совершать дома? Еще один похожий вопрос от Акиба Валида Батта из Кашмира. Что делать с праздничной молитвой, если карантин и ограничения с посещением мечети не отменят? Похожий вопрос от Сами из Бангладеша. Можно ли совершать коллективную праздничную молитву дома в связи с эпидемией коронавируса? Касательно вопроса, помнит ли история похожий случай, когда праздничная молитва совершалась дома? Если говорить в целом, имеется в виду, когда большинство людей на земле совершало бы праздничную молитву дома, то, конечно, такого не было. Но да, были отдельные случаи, когда люди совершали ее дома, и мы сейчас их обсудим. Суть вопроса, можем ли мы совершать праздничную молитву дома? Если да, то как это лучше сделать? Есть хадис, переданный нам одним из подвижников по имени Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, в котором говорится, что, находясь в Басре, он пропустил праздничную молитву. После чего он вернулся домой, собрал всю свою семью, своих прислуг и встал имамом во главе молитвы. Он совершил 2 ракаата праздничной молитвы, все как обычно, с такбирами, но не прочел проповедь. На основании этого предания все ученые и правоведы сошлись во мнении, что если кто-нибудь пропустит праздничную молитву, то он может совершить ее дома с семьей, следуя всем тем же правилам, кроме чтения проповеди, поскольку проповедь не является обязательной или же фардом. Если мы говорим о проповеди пятничной молитвы, то она является обязательной. А проповедь праздничной молитвы не является обязательной. Поэтому, следуя этому хадису, если вы пропустили праздничную молитву, вы можете вернуться домой, совершить молитву, произнести такбиры, но проповедь читать не обязательно. Выходит, что да, были случаи, когда люди ее пропускали. Но такого случая массового масштаба, когда большинство мечетей было закрыто, я не припоминаю, чтобы праздничная молитва совершалась дома, а не в мечети. Такое происходит впервые. Касательно вопроса, можно ли совершать коллективную праздничную молитву дома в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и какие меры следует предпринять. Что касается дозволения, то это единогласное мнение, и тут нет никаких разногласий. Но в данном случае рассматривается невозможность совершить молитву не потому, что вы опоздали, а потому что все мечети закрыты. Возможно, в некоторых странах, как в Малайзии, например, принято решение открыть мечети максимум для 30 человек с соблюдением социального дистанцирования и так далее. Но 30 человек не составит даже 1% населения Малайзии, которые бы предпочли помолиться в мечети. Но мы оказались в такой ситуации, что не можем молиться в мечети. Можно ли молиться дома? Да, можно молиться дома. При этом, совершая молитву дома, следует делать все так же, как и обычно. Один из членов семьи, мужчина, встает имамом. Единственное отличие заключается в дополнительных такбирах. После первого открывающего такбира ихрам, в первом ракаате следует произнести дополнительно 6 такбиров. Итого получается 7. Дальше вы читаете суру Аль-Фатиха. Делаете поклон руку, как обычно. После опускаетесь в земной поклон суджуд. Поднимаясь после второго суджуда, вы произносите Аллаху Акбар. И уже поднявшись, вы дополнительно произносите еще 5 такбиров. Получается Аллаху Акбар при подъеме плюс 5, итого 6. В общей сложности 7 в первом ракате и 6 во втором ракате. Или же 6 дополнительных в первом и 5 дополнительных во втором. Это единственное отличие от обычной молитвы из 2 ракатов. И обычно после того, как вы произносите завершающий салям, проповедь читать не обязательно. Несколько дней назад я связался по телефону с шейхом Мухаммадом Хасаном ад-Даду, который, по моему мнению, является величайшим среди живых ученых современности.
Я поинтересовался у него, можно ли совершать праздничную молитву дома в связи со сложившейся пандемией COVID-19 и закрытием мечетей. И он ответил, да, можно. Тогда я спросил у него, а может ли имам прочитать проповедь? Он ответил мне, да, может. То есть даже несмотря на то, что это не обязательно, то есть не является фардом, но если ваш имам может прочитать проповедь, то нет никаких запретов. Это фетва шейха Мухаммада Хасана ад-Даду. Обычно дома проповедь можно не читать, но если среди вас есть человек, который может прочитать хутбу, то, согласно ученому, в этом нет ничего запретного. Если вы хотите обрести дополнительное вознаграждение за проповедь, то почему бы и нет? Если мечеть предпочитает транслировать проповедь посредством системы громкоговорящей связи, то это тоже разрешается. Как вариант, согласно шейху Мухаммаду Хасану ад-Даду. Разрешите мне напомнить вам еще об одном моменте. Если вы совершаете молитву дома, то, пожалуйста, старайтесь не пренебрегать всеми остальными видами сунны. Помимо совершения праздничной молитвы, постарайтесь выполнять все остальные виды сунны. Одним из них является то, что сразу по завершению, то есть после вечерней молитвы Магриб, перед наступлением месяца Шавваль, начинаете произносить такбиры. Сразу после вечерней молитвы до тех пор, пока не наступит время праздничной молитвы. И так далее. Это лишь короткая версия. Продолжайте повторять такбиры сразу после вечерней молитвы, как можно чаще, до начала молитвы. Это первое. Второе. Как только вы проснетесь утром, совершите полное омовение, то есть гусль. Это тоже сунна. Позавтракайте. Пророк всегда завтракал, символизируя тем самым, что это уже не день поста. Перед тем, как отправиться в мечеть, пророк всегда съедал нечетное количество фиников. 3, 5, нечетное количество перед совершением молитвы. Нарядитесь в лучшую одежду. Если хотите в новую, нарядитесь в новую, без проблем. Мужчины могут надышиться благовониями. Совершайте все остальные виды сунны. Если вы совершаете праздничную молитву дома, то это не значит, что можно оставить все остальные виды сунны и не совершать их. Вот вкратце ответ на то, как можно совершить праздничную молитву дома, если нет возможности сделать это в мечети.